Под Новый год наша республика и все ценители искусства получили большой подарок. В Театре оперы и балета прошел концерт легендарного пианиста Дениса Мацуева. Со сцены в исполнении пианиста и симфонического оркестра театра под управлением главного дирижера Азата Максутова прозвучала вечная музыка Петра Ильича Чайковского. К слову, билеты на концерт были распроданы практически молниеносно, что совсем не удивительно. Незадолго до начала концерта Денис Мацуев успел пообщаться с журналистами и рассказал о новом рояле для театра и новых визитах в Республику Коми. Встреча с новым оркестром, встреча с новым зрителем, с новым городом. Для меня всегда это очень ответственное испытание. Где бы я ни играл, я везде отношусь к концерту с особой ответственностью. И для меня сегодня дебют. Хотя я играю произведения, которые я играл сотни раз по всему миру, но для меня сегодня дебют здесь. И, наверное, Сыктывкар – это один из последних крупных городов России, где я еще не был. Для меня, безусловно, это волнительный момент. Мы сделали такой чайковский гала. Сегодня предновогодние. В первом отделении будут времена года, а в втором первый фортепианный концерт с замечательным оркестром, который очень здорово подготовился к концерту. Для меня это тоже все волнительно, с корабля на бал. Все это в таком стремительном темпе. И музыканты очень чуткие. Музыканты реагируют на мои какие-то идеи. Все было в импровизации. Это очень нелегко с одной репетиции сыграть, казалось бы, очень популярный, известный концерт. Но в этом-то и есть сложность, что его все знают. И каждый раз я выхожу играть как первый раз. И с другой стороны, как последний раз. Поэтому у нас сегодня было настоящее музицирование. И замечательный коллектив, прекрасные лица, одухотворенные. Видно, что они хотят играть. И для меня это просто открытие абсолютно. И я счастлив, что я здесь. Сыктывкар, первое, что приходит в голову, это север. Но, поверьте, когда я летел всего 1,5 часа, это так близко, на самом деле, к Москве. И когда я вышел, вот этот свежий воздух очень похож на мой сибирский родной иркутский воздух. И настоящий снег, и предновогоднее настроение. И чудные люди, которые меня встретили. Я буквально несколько часов нахожусь здесь, в этом городе замечательном. Но люди, которые меня встречали, они абсолютно открытые, чуткие и хотят, чтобы культура в этом регионе улучшалась, и филармоническая жизнь налаживалась, и оркестр, чтобы появился большой симфонический. Это необходимо все. Но когда я вошел в театр, я встретил моего старого знакомого. Это Максим Поли. Это замечательный певец, который поет в этом театре. Мы вместе были в тех же новых именах, стипендиатами. Замечательный бас, настоящий русский бас. Он был в разных театрах, оказывается, он живет здесь, мы давно не виделись. Это вот такая абсолютно трогательная, спонтанная встреча для меня. Это такой ностальгический момент. Максим Полей – это большой бас. Обязательно буду говорить о новом рояле, потому что этот рояль замечательный. Вот видите, там Владимир Иванович Списивцев, лучший настройщик нашей страны, колдует уже 14-й час с ним. Вот. Нелегко пока, но он добьется того звучания, которое нужно для сегодняшнего концерта. Конечно, необходим инструмент высокого класса, и я сделаю все возможное, чтобы он здесь появился. Абсолютно. Я не разделяю не то, что на столице, провинции, я не разделяю по значимости зала, по тому, кто сидит в зале. Я всегда играю одинаково. Для меня нет разницы. Сидят либо президенты, либо простые инженеры, врачи, учителя. Для меня это
поверьте, никакого отношения вообще нету. Не имеет, по большому счету. Вот, поэтому я сам из провинции, я иркутянин. И я считаю, что в наших регионах должны быть больше событий. Я очень надеюсь, что я еще сюда приеду на будущий год. Не только один, но и с нашим фондом «Новые имена», которым на будущий год уже 30 лет. Это наша выдающаяся семья, которую организовала Ивета Николаевна Воронова. Мы во многие регионы приезжаем, отбираем молодых искорок, молодых талантов, которые пополняют нашу семью. Обязательно приеду на будущий год.